Вопрос номер 11 о проекте постановления Государственного собрания ЛТМН Республики о докладе о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха в 2025 году. Слово для доклада предоставляется уполномоченной по правам по защите прав предпринимателей в Республике Альбине Егоровне Кычкиной. Нет других предложений сразу к вопросам? Нет. Записываемся на вопрос, уважаемые коллеги. Записались народные депутаты Луцкан Иван Петрович, Паников Дмитрий Александрович, Николаев Василий Петрович, Парахин Гавриил Павлович, Константинов Эдгар Валентинович, Голомарева Елена Христофоровна. Добрый день, уважаемая Альбина Егоровна. Спасибо за ту работу, которую вы проводили в 2025 году. Я ознакомился с вашим докладом. И вот у меня возникло два вопроса. Может быть, они такие будут несколько необычные. Вот у вас должность звучит по защите прав предпринимателей. Обращались ли к вам жители республики по защите, наоборот, от противоправных действий самих предпринимателей, чтобы вы каким-то образом повлияли на них, потому что иногда бывает, и мы с вами этот вопрос обсуждали, там, продажа просроченной продукции, где-то неправомерно построенный объект, и он ущемлял бы права граждан на территории земельных участков и так далее. И вот какую в целом вы работу проводите в плане того, чтобы у нас бизнес был честный, открытый, платил соответствующие налоги в республиканские и федеральные бюджеты. Спасибо. Уважаемые народные депутаты, Алексей Ильич, Иван Петрович, спасибо за вопрос. На самом деле очень интересный. Вот тут немножко, наверное, я должна разъяснить. К сожалению, у меня по закону, в нашем законе, нет полномочий рассматривать такие обращения. Как уполномоченный по защите прав предпринимателей, наша основная задача – защищать права предпринимателей от действий и бездействия государственных органов власти, должностных лиц и также и дальнейшие другие задачи – это участие в государственной политике по развитию прав предпринимателей, контроль за развитием прав предпринимателей и снижение ограничений в части деятельности, предпринимательской деятельности. Вот иногда, конечно, такие вопросы возникают, поступают. Мы, к сожалению, даем ответ, что не можем участвовать в рассмотрении этих вопросов. И также, что делается, чтобы предприниматели у нас не нарушали закон, конечно, в первую очередь мы защищаем добросовестных предпринимателей. Это задача, которая стоит перед любым уполномоченным по защите прав предпринимателей. И также, конечно, мы работаем в той же части, чтобы противодействовать нелегальному предпринимательству. Так я являюсь членом межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости при заместителе председателя правительства Георгии Степанове. И также, конечно, мы вместе с предпринимательским сообществом, вы, наверное, знаете, как предпринимательское сообщество, в том числе добросовестное предпринимательское сообщество, в том числе относится негативно к нелегальному предпринимательству. Так что, конечно, эта задача передо мной тоже стоит. Дмитрий Александрович Паньков. Альбина Егоровна, вопрос, связанный с инфраструктурным сбором, который был не так давно принят в городе Якутске. Вчера мэрия красиво отчиталась о том, что они активно начали собирать деньги. Почему-то решили строить дополнительный пристрой в 203-м микрорайоне, который все мы знаем, почему переполнен, потому что изначально должны были быть 9-этажные строения находиться в микрорайоне, а они в итоге 16-этажные. Мэрия свои же ошибки потом исправляет за чужой счет. А вопрос следующий. Как инфраструктурный сбор повлиял на строительную отрасль в целом в Якутске? Появился ли рост цены на жилье? И решает ли вообще инфраструктурный сбор проблему строительства школы и появления новых мест в школах? Спасибо. Дмитрий Александрович, на самом-то деле, уважаемый народный депутат, на самом-то деле это действительно была такая работа в 2025 году. Она была очень важной для наших предпринимателей, потому что в адрес уполномоченного поступили 2 коллективных обращения от предпринимателей
с разницей в несколько недель. Мы с предпринимательским сообществом в том числе участвовали в оценке регулирующего воздействия, который проводила окружная администрация города Якутска. Мы также участвовали создавали рабочую группу при участии Министерства экономики, Министерства строительства, Министерства предпринимательства, экспертного сообщества экспертного сообщества. И наше экспертное заключение было направлено в адрес главы города, в адрес главы республики. В том числе наши эксперты указывали на то, что цены на жилье могут вырасти. Здесь даже если так подумать, многие застройщики участвуют в проектном финансировании. Соответственно, вот эти стоимость инфраструктурного взноса они будут обязаны включить в свой проект. Ну, это требует в том числе и банки. Так что тут однозначно цены на жилье действительно на эту стоимость будут расти. Но хочу сказать, что по итогам нашей деятельности изначально стоимость инфраструктурная указывалась 12 тысяч рублей с квадратного метра. По итогам нашей деятельности удалось снизить до 3 тысяч, до 3 с лишним тысяч рублей. Я не скажу, что это победа, но в любом случае какой-то момент мы смогли с городом обсудить, и получилось, что мы смогли снизить инфраструктурный взнос. Но что касается дальнейшего влияния на строительство, здесь все-таки и предпринимательское сообщество, и экспертное сообщество наше, мы указываем, что влияние на уменьшение точечной застройки указанный инфраструктурный взнос никакого не окажет. Это наше мнение, оно, конечно, может быть спорным, но действительно нам так кажется, и предпринимательскому сообществу. Я ответила на вопрос или еще что-то было? Василий Петрович Николаев. Уважаемая Альбина Егоровна, 2025 год стал первым годом, когда в истории современной России большое количество малых предприятий, предпринимателей стали платить НДС. Вопреки тому, что они в основном являются, находятся в режиме УСН, который вообще, по сути, он на самом деле изначально в теории исключал оплату НДС. Вот в связи с этим вопрос, я хотел бы узнать ваше мнение касаемо задержек, особенно по выплатам бюджетных организаций, по госконтрактам, предпринимателям, которые заключают государственные контракты, и есть такая ситуация, когда работы принимаются, предприниматель работу выполнил, контракт выполнил, акты подписаны, но ему не оплачивают суммы, которые ему должны оплатить. Но при этом, не получив от заказчиков денежные средства, он обязан сразу же исчислить и оплатить НДС. То есть не получил деньги от заказчика, но НДС оплатить должен. И в связи с этим у множества предпринимателей сейчас проблемы. Я хотел бы ваше отношение узнать к этому вопросу. Насколько это правильно? Василий Петрович, на самом-то деле вопрос понятен, но тут же вы спрашиваете в том числе и про новую налоговую политику с 2025 года, и также про то, что многие, я хочу разделить на два момента, что есть такие случаи, когда не оплачиваются работы по государственным муниципальным контрактам. Действительно, что касается новых налоговых изменений, наш институт уполномоченного с 2025 года включился в этот процесс, и нами направлено очень большое количество, в том числе писем, наших позиций. Я выступала в Совете Федерации в 2024 году. В 2025 году я выступала в Совете по Арктике. Мы совместно с уполномоченными по правам предпринимателей Чукотской области, Магаданской области и Республики Саха-Якутия тоже направляли письмо в 4 адреса. Это в Минфин Российской Федерации, Минэкономразвития Российской Федерации, Государственную Думу и Совет Федерации. Отрабатывали совместно с депутатом Государственной Думы Галиной Иннокентьевной Данчиковой. Где-то нам немножко удалось в 2025 году те
предложения, которые были вначале проработаны Минфином Российской Федерации, немножко удалось снизить. Ну, это то, что касается отмены патента по розничной торговле и по грузоперевозкам. Но в этой ситуации, конечно, то, что предпринимателям задерживают оплату государственных контрактов, действительно становится более актуальной проблемой. Действительно становится более актуальной, потому что, да, предприниматели с 2026 года предприниматели на упрощенной системе налогообложения, которые имели выручку в 2025 году более 20 миллионов рублей, то есть это уже практически микробизнес, обязан платить НДС. Об этом надо органам государственной власти, органам местного самоуправления, которые заключают с предпринимателями государственные муниципальные контракты, тоже знать. Ну, вообще я считаю, что задержка – это нарушение федерального закона 44-го, в том числе и 228-го федерального закона. Если есть факты задержек оплаты, обращайтесь или к уполномоченному. Мы эти вопросы рассматриваем также совместно с прокуратурой республики. Гавриил Павлович Парахин. Здравствуйте, Альбина Егоровна. Ну вот в продолжению темы по налогам, по моему мнению, которые уже, вот все эти реформы, которые в последнее время нам наше руководство страны преподносит, сюрпризы для предпринимателей, становятся все страшнее и страшнее. Но вот вы третья женщина, которая сегодня вышла на трибуну, да, и вот таких женщин становится все больше и больше. И я знаю, что ваше предпринимательское сообщество в основном одни женщины. 12 марта я посетил Подмосковье, где была выездная фракция Государственной Думы, и она была посвящена женщинам. И вот у меня вопрос, и мы это обсуждали, и у нас уже предложение есть, и будет, скорее всего, законопроект, как-то особенно отнестись к женщинам, тем более, мы сейчас говорим, если про Якутию, в наших условиях, потому что они непростые, да, для простых мужчин-предпринимателей, а тем более для вас. По поводу отмены НДС, хотя бы там до 28 года, да, тех предпринимателей, женщин, которые занимаются в индустрии красоты. Но у нас еще сегодня много предпринимателей в услугах, связанных с детскими садами, да, образованием, тоже женщины работают и занимаются этим. Есть ли вообще какие-то предложения и вообще над этим работаете, чтобы вот к этому вопросу в плане женщин и связи женщины с бизнесом подойти как-то особенно от республики? Гавриил Павлович, вопрос очень хороший, на самом-то деле, я вам как женщина говорю, но действительно у нас таких предложений мы отдельно не прорабатывали. Что касается социального бизнеса, где задействованы в основном, конечно, женщины, у нас в республике в законе о налоговой политике по специальным режимам налогообложения есть послабления. Это льготы по социальному бизнесу. Но что касается отмены, например, НДС для женщин, давайте мы возьмем вопрос в работу. Мы такой отдельный вопрос не рассматривали. Эдгар Валентинович Константинов, пожалуйста. Добрый день, уважаемая Альбина Егоровна. У меня вот вопрос такой. К большущему сожалению, индивидуальные предприниматели, беря в кредит большегрузы стоимостью более 10 миллионов рублей, да, возили уголь в Северную Улусу. Это прошлой зимой. И, конечно же, деньги за это не получили. У меня следуя от этого такие данные. Было расторгнуто с банками, это только за третий квартал, за 2025 года, более 80 договоров. Исходя из этого, у меня вопрос такой. Есть ли у вас какие-нибудь рычаги воздействия по поводу отсрочки или по поводу процентов по договорам банка с индивидуальными предпринимателями? Спасибо. Эдгар Валентинович, вопросы к нам такие не поступали, к сожалению, но у нас были случаи, когда к нам обращались по различные льготные категории, например, члены семей участников СВО обращались в том числе социальные предприниматели по вопросам содействия в отсрочке или реструктуризации кредитов. Конечно, могут обратиться, мы рассмотрим
Если есть возможность, можем обратиться также в банковские учреждения, или это, возможно, лизинговые предприятия. Вы говорите, да. Елена Христофоровна Голомарева, пожалуйста. Уважаемая Альбина Егоровна, спасибо за помощь в работе приемной партии «Единая Россия». Мы несколько вопросов вместе с вами отрегулировали, помогли предпринимателям. У меня вопрос такой. По налогам мы изменения внесли, и ведется ли мониторинг малого предпринимательства в арктической зоне отдельно? Есть, значит, информация о том, что предприниматели у нас там закрывают магазинчики свои. Ну, в общем, не по плечу стало. Есть у вас мониторинг? Ведете или нет? Министерствование? Вот буквально недавно, Елена Христофоровна, мы здесь же на комитете по бюджету проводили встречу с депутатом Государственной Думы Галиной Кентьевной Данчиковой, и как раз поднимался вопрос мониторинга. Не только по Арктике, в целом по Республике Саха-Якутия. Действительно, есть задача, и она правильная, надо реально посмотреть, какая ситуация у предпринимателей. Потому что те сигналы, которые поступают, бизнес говорит, что они закрываются. Но я скажу, что по официальной статистике как будто бизнес не закрывается. Но тут надо сразу понимать, что когда бизнес говорит о том, что они закрывают какой-то объект, они закрывают объект. Они могут при этом ИП не закрывать, ООО не закрывать, но объект закрывать. Такие сигналы действительно поступают, в том числе от моих общественных помощников в арктических районах. Даже сами общественные помощники конкретно заявляют: я закрыл магазин. Так что ситуация действительно серьезная, но у нас по поручению того мероприятия на уровне Министерства предпринимательства создана рабочая группа. Туда включились и предприниматели, и научное сообщество, и органы исполнительной власти. И мы должны до 31 марта подготовить информацию, в том числе по влиянию налоговой реформы на наших предпринимателей. Спасибо. Вопросы исчерпаны. Альбина Егоровна, присаживайтесь, пожалуйста. Слово для доклада предоставляется Алексею Дмитриевичу Корнилову. Уважаемые народные депутаты и приглашенные, на основании регламента Государственного собрания ЕЛТУМЭН на пленарном заседании представлен ежегодный доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха-Якутия. Доклад рассмотрен на заседании Постоянного комитета по предпринимательству и туризму 20 марта сего года. Доклад члены комитета отметили положительно. Комитет рекомендует принять к сведению доклад. Также проект постановления, предлагаемый к принятию, содержит ряд рекомендаций в адрес правительства Республики Саха-Якутия. Прошу поддержать. Никитин Захар Николаевич, пожалуйста. Альбина Егоровна, спасибо за доклад. Я ознакомился с докладом, но, к сожалению, не увидел там ни одной строки, где бы отражалось бы индивидуальные предприниматели сферы культуры. На сегодняшний день индивидуальным предпринимательством в сфере культуры занимается очень много деятелей, творческих людей, которые организовывают качественные, крупномасштабные, можно сказать, мероприятия. Но у них на сегодняшний день очень много проблем. Проблемы по предоставлению зданий театрально-зрелищных учреждений, нет понимания открытости, кому, когда предоставят. И очень бы хотелось бы в этом году, в 2026 году, вы как уполномоченный по защите прав предпринимателей, тоже в связи с Годом культуры, хотелось бы, чтобы вы обратили на них тоже свое внимание. И со своей стороны могу содействовать по встрече с ними или организовывать какой-нибудь круглый стол. Ну, это как предложение. Спасибо. Гаврил Павлович Парафин, пожалуйста. На самом деле ситуация это аховая. Я просто не стал выходить по первому. Хотел выступить вопросу, связанному с счетной палатой, потом по бедности.
по защите прав человека, да, и сейчас по предпринимательству как бы все в одном. Это, на мое мнение, это все в одно, ну, все в одной, один круговорот, который друг за друга цепляется. И вы, Алексей Ильич, абсолютно правильно подметили то, что сегодня бухгалтер там найти на селе, да, невозможно. Я вам скажу больше, в Якутске нету бухгалтеров. И с той системой налогообложения, про которую мы сейчас говорим, да, понятно, что мы понимаем, почему такая система налогообложения, почему дерут последнее. Мы понимаем, что денег нету в стране, да, и мы все делаем для того, чтобы, ну, была победа. Но мы же сегодня прекрасно понимаем, что деньги-то надо где-то брать. Нужно сегодня, ну, воспитывать молодежь, да, которая должна работать. И у нас, к сожалению, ну, в перспективе-то мы ничего не видим. Я просто посмотрел в перспективе, что начали писать вот, по поводу стратегии, которую, вот, наверное, каждый из наших депутатов увидел и услышал. Стратегический анализ текущего социально-экономического положения в республике Саха-Якутия. И тут пункты, которые сильные стороны, коллеги. О чем мы мечтаем, как сказал в свое время Александр Григорьевич, вот на днях, когда мы рассматривали стратегию, давайте, говорит, помечтаем. Высокая, то есть сильные стороны у нас оказывается, высокая растущая численность населения в республике Саха-Якутия. Но не секрет сегодня, что мигранты, которые рожают здесь, получают гражданство, но они, наверное, одна из 100 категорий людей, которая подводит к увеличению роста численности нашей республики. Сегодня люди уезжают. На селе сегодня не секрет, я занимаюсь выборами уже 15 лет. Там не то, что депутатами не хотят уже быть. Давным-давно уже не хотят быть депутатами. Жить не хотят. И все перебираются оттуда. И вот тут пишем мы, что там средний возраст рабочей силы должен уменьшаться и так далее. Да нет. Я сегодня беру на работу и рад даже 55-летнего взять к себе на работу. А мне бы сказали еще 10 лет назад, что у меня будут работники по 55 лет, там, по 50, я бы в это не поверил. Но сегодня другого варианта нет. Да, дисциплинированы, да, может быть, не все умеют, да, может быть, они отошли от современности, да, но мы их берем сегодня. Тут я с Терещенко как-то общался, потенциал материально-сырьевой базы, да, по вложению в геологические работы. Но я как помню, что с этого бюджета у нас ни копейки не вложено в геологические разведывательные работы. И где мы будем деньги брать? Я это тоже не понимаю. Уникальный туристическо-рекреационный потенциал возможностей для развития туризма в республике Саха-Якутия. Какое развитие туризма мы можем делать тогда, когда сегодня, и мы сейчас говорим о предпринимателях, если мы их душим налогами. Туризм не будет развиваться без предпринимателей. Сегодня то, что мы 3 темы поднимали, все сегодня тащит на себе предпринимательство. Мелкий бизнес. Вот любую тему коснись, бедность только может сегодня выровнять ситуацию, именно история, связанная с предпринимательством. И мы сегодня, да, не можем на себя, я не просто задал вопрос по женщинам, да, потому что, мое мнение, мы на Дальнем Востоке особенные, во всех направлениях. И не надо даже вам об этом говорить, лучше меня все знаете, особенно арктические улусы, что происходит там. Тут уже невозможно работать. И надо как-то о себе заявлять. Я думаю, что тут нужно подходить серьезно, нам вернуться на землю как-то, да, какими-то амбициями. Вот это то, что мы, конечно, мечтать надо и будем мечтать. Но предпринимателей надо поддерживать, налоги надо пересматривать. Это все на федеральный уровень выходить, тем более сейчас у нас есть люди, которые, наверное, скорее всего, окажутся там, да, и которые придут не со стороны, а которые здесь просидели энное количество времени и все прекрасно понимают и будут говорить об этом. Спасибо, Альбина Егоровна, за отчет. Спасибо всем женщинам, которые сегодня отчитывались, да, и Счетная палата, и по защите прав человека. Это очень важно, что вы, женщины, у нас есть такие. Еще раз с весной. Желаю всем удачи. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы, как говорит Александр Григорьевич, помечтаем, и эта мечта воплотится в жизнь. Все. Василий Петрович, вы записались, да? Так, давайте ограничимся, коллеги. Василий Петрович Николаев, режим голосования. Принято. Василий Петрович, пожалуйста.
Алексей Ильич, вы же сами сказали, Гавриил Павлович умеет заражать, в том числе идеями ЛДПР. Да. Поэтому я хочу добавить следующее. Вот. Я сам являюсь предпринимателем, сам удивился только что, посчитал, оказывается, уже 19 лет являюсь предпринимателем. И вот последние годы вот, коллегам хочу сказать, что тяжелейшие годы для якутского предпринимательства. И с каждым годом тяжелее и тяжелее действительно становится. Вот многие из вас имеют отношение к предпринимательству. Прошу понять и поддержать нас, предпринимателей, в этом нашем, на самом деле, выживании. Да? С 1 января этого года страховые взносы выросли, коллеги. Вот у нас работники, мы платили по поручению Владимира Владимировича Путина 15% страховых взносов. Он объявил это во время ковида, наш президент. А с этого года вдруг стали мы платить опять 30%. Это ужасная дополнительная нагрузка на предпринимателей, которые платят заработные платы. Это действительно ужасная нагрузка. В 2 раза выросла нагрузка только с заработных плат с 1 января. Потом НДС с прошлого года начали платить. В этом году вообще почти все повально начинаем платить. Вроде бы казалось, ну что там 5%. Посчитали по итогам года, это минус от прибыли, вот, ну, снижение рентабельности просто невероятное. При этом, да, мы же все знаем положение наших бюджетных компаний, ГУП ЖКХ и так далее. Неплатежи привели к тому, что множество предприятий сейчас столкнулись с арестом счетов. Вот за 4-й квартал не оплатили по госконтрактам, не только по госконтрактам, но и по другим видам договорных отношений компании, которые связаны с бюджетом, предпринимателям, организациям. А НДС надо платить. То есть по контрактам деньги не получили, а НДС надо заплатить. А с каких сумм этот НДС можно заплатить, если деньги ты не получил? Вот в чем дилемма, да? А налоговая уже счета блокируют. А предприниматели это у нас в Якутии очень терпеливые люди, очень терпеливые. Сидят, молчат. Вот насчет бухгалтеров сегодня был разговор, да? Бухгалтера, да, у нас в последние годы они превратились не в наших сотрудников, наших компаний. Это скрытые сотрудники налоговых инспекций. Вот они вот у нас получают зарплату, а на самом деле они работают на налоговую. Они меня не слушаются, директора, например. Они слушаются налоговую инспекцию. Вот такая у нас система в государстве сложилась. Поэтому и бухгалтеров мало. Вообще отраслей, где может развиваться предпринимательство в Якутии, да, очень мало стало. Где вообще можно что-то делать, чтобы прибыль была хоть какая-то, чтобы вообще в убыток не работать. Вообще мало отраслей. Просто все ужалось настолько, что люди не знают, чем заниматься. Поэтому, коллеги, вот Алексей Дмитриевич, вы же руководитель комитета по предпринимательству, да? В Якутии, коллеги, надо максимально снизить не только УСН, вообще все возможности региональные применить, потому что в Якутии предпринимательство просто на коленях стоит. А государство-то заинтересовано в налогах. Откуда будут налоги, если предприниматели не будут работать? У нас же не только добывающие компании платят налоги. Поэтому вот такой призыв у меня. Спасибо. Спасибо, коллеги. Выступления исчерпаны. Проект постановления ставим на голосование. Включите режим, пожалуйста. Принято. Спасибо, Альбина Егоровна, вам за работу.